Основная цель культурной акции «Ночь в музее» – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию и сохранить историческую память. Акцию в Абхазии начали проводить по инициативе Государственного музея. И в этом году он подготовил очень интересную программу. В отделе этнологии откроется экспозиция национальных музыкальных инструментов, которые будут выставлены впервые. Затем в актовом зале музея пройдет выставка находок археолога Вадима Бжания. Я думаю, что это будет для специалистов, для историков, для археологов очень будет интересная экспозиция. К сожалению, последние его раскопки, вот этих Тамышское поселение, Бамборская поляна, к великому сожалению, не сохранились. Но там есть все-таки уникальные вещи. Я думаю, что нашим посетителям будет очень интересно. Ежегодно мы что-то делаем, то, что мы делаем, обязательно что-то новое придумаем, потому что, как я до этого сказал, у нас в основном сотни тысяч единиц хранения находятся в этих фондах, и, соответственно, что-то у нас должно быть время, чтобы показать нашим посетителям. В Госмузее намечается еще много интересного, но организаторы пока это держат в секрете. Начало акции «Ночь в музее» здесь запланировано в 19:00. А в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия акцию «Ночь в музее» будут проводить в 6-й раз. В нынешнем году из-за пандемии формат акции изменился. Все запланированные мероприятия пройдут не внутри музея, как это бывало раньше, а во дворе. Сейчас сотрудники Дома-музея Гулия ведут активную подготовку к предстоящей акции «Ночь в музее». Мы решили эту акцию назвать «Дырмит Яшта», потому как это его дом, построенный собственными руками. Естественно, двор – это тоже то, что относится к дому-музею. И там мы хотим в этом году сделать презентацию журнала «Веси». Это толстый журнал, очень известный, литературно-художественный журнал, номер которого в прошлом году посвятили, целиком весь номер посвятили Абхазии. Там произведения наших и молодых поэтов, и известных поэтов, наших художников. Также в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия будут читать стихи. Состоятся соревнования между поэтами. Экскурсии будут проводить с группами не больше 5 человек. Школьников в этом году на акцию решили не звать из-за эпидситуации. А Государственный музей боевой славы имени Владислава Гарзенба начнет свою программу в 17:00. В планах викторина по новейшей истории Абхазии с участием сухумских школ, а также концерт с участием хореографических студий Абаза и Амзаджа и молодых исполнителей. Ближе к вечеру зрителям будет показан фильм о первом президенте Абхазии Владиславе Гарзенба. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.